За несколько дней до того, как все рухнет, в приемную первого секретаря Компартии Киргизии позвонили из Москвы. Звонок поступил поздним вечером, когда в кабинете остались только самые доверенные люди. Те, кого пускали без доклада даже в глубокую ночь. Собеседника на том конце провода не было в протоколе переговоров, не будет и записи в журнале посетителей, хотя правила требовали фиксировать каждый разговор с центром. Турдакун Усубалиев, человек, правивший Киргизией почти четверть века, взял трубку сам, без секретаря, без свидетелей. Когда он положил трубку через 20 минут, его лицо, по словам тех, кто ждал в соседней комнате, было белее бумаги, на которой только что подписывали очередной план развития республики. Что именно услышал этот человек, знавший кремлевские коридоры лучше, чем свои собственные? Что заставило его в 64 года впервые за долгие годы усомниться в собственной неприкосновенности? Представьте себе такую картину. Вы 24 года строите государство внутри государства. Выращиваете целые поколения кадров, которые знают только одно имя — ваше. Получаете ордена из рук 3 генеральных секретарей, и каждый из них называет вас другом, соратником, опорой партии. Вы приезжаете в Москву не просителем, а полноправным участником большой игры, где решается судьба 300 миллионов человек. Вашу республику называют образцовой. Первой по темпам строительства жилья, первой по развитию промышленности в горах, где геологи когда-то не находили даже железной руды. В вашем кабинете принимают иностранные делегации, потому что Киргизия стала витриной Советского Востока, местом, куда водят гостей из Индии, Пакистана, африканских стран, чтобы показать. Вот, смотрите, как социализм преображает отсталые окраины империи. И вдруг однажды вечером, без предупреждения, без намеков, без традиционных закулисных переговоров, вам сообщают: игра окончена, через сутки вы уже не тот, кем были вчера. Не потому, что провалили план, не потому, что украли, не потому, что предали партию, просто потому, что пришел другой человек с другими правилами. И он решил, старая гвардия должна уйти. Турдакун Усубалиев, которого в республике называли не иначе как отцом киргизского народа, узнал об этом именно так. В один вечер, одним телефонным звонком, в котором даже не пытались скрыть, что решение уже принято, согласовано и утверждено где-то наверху, без его участия. Но чтобы понять, почему этот звонок прозвучал именно в тот момент, нужно вернуться на несколько месяцев назад. Весной 1985 года в Кремле происходит то, чего никто не ожидал. Генеральным секретарем становится молодой по меркам советской геронтократии Михаил Горбачев. Ему всего 54. Для таких людей, как Усубалиев, это означает только одно. Поколенческий разрыв впервые за долгие годы станет реальной политической силой. Горбачев не просто моложе, он другой. Он не воевал, не прошел через сталинские чистки, не помнит голода 47-го года, не строил карьеру при Хрущеве. Он человек 60-х, верящий, что систему можно реформировать, не разрушая ее основы. И первое, что он видит, глядя на республиканских лидеров, это застой во плоти. Люди, которые сидят в креслах по 15, 20, 30 лет, которые построили вокруг себя непроницаемые кланы, которые воспринимают республику как личную вотчину. Усубалиев, правящий Киргизией с 1961 года, идеально вписывается в эту картину. Неважно, что при нем построили Токтагульскую ГЭС, неважно, что создали десятки новых предприятий, неважно, что республика по грамотности вышла на общесоюзный уровень. Важно одно — он олицетворяет старую систему, где каждый знает свое место и никто не задает лишних вопросов. Первые сигналы приходят еще до того рокового звонка. Летом в Москве начинают говорить о необходимости обновления кадров, о свежей крови в республиках, о том, что пора менять тех, кто засиделся. Это еще не приказ, это атмосфера, которая формируется в кулуарах пленумов и совещаний, где Усубалиевская гвардия вдруг замечает: их перестали слушать с прежним почтением. В августе в Фрунзе приезжает комиссия из центра — проверять, как идут дела с перестройкой, о которой Горбачев говорит на каждом выступлении, хотя никто толком не понимает, что это означает на практике. Комиссия ведет себя странно. Не интересуется производственными показателями, не восхищается достижениями, а задает вопросы о кадровых назначениях,
о том, кто и за что отвечает, почему одни и те же люди десятилетиями занимают ключевые посты. Усубалиев, привыкший к тому, что гостей из Москвы встречают как дорогих друзей, показывают им лучшие стройки и отправляют домой с подарками и благодарностями, впервые чувствует, его не просто проверяют, его изучают, как изучают объект перед операцией. В сентябре ситуация усугубляется. Один из членов бюро ЦК Компартии Киргизии, человек, которого Усубалиев лично продвигал на эту должность, вдруг начинает критиковать на партийных собраниях старые методы работы, говорить о застое и необходимости перемен. Это уже не атмосфера, это явная угроза, потому что в советской системе критика снизу всегда означает одно — сверху уже приняли решение и теперь готовят почву для смены власти. А потом приходит тот самый звонок. Никто из оставшихся в живых свидетелей не скажет точно, кто именно звонил Усубалиеву тем вечером. То ли это был кто-то из аппарата ЦККПЦЦ, то ли сам Горбачев решил лично сообщить новость. Но содержание разговора восстанавливается по косвенным свидетельствам. Вам предлагают добровольно уйти на пенсию по состоянию здоровья, сохраняя все регалии и привилегии. Отказ не рассматривается, потому что решение уже оформлено, и завтра на пленуме ЦК Компартии Киргизии огласят кандидатуру нового первого секретаря. 24 года власти заканчиваются в одночасье, без публичного суда, без обвинений в коррупции или предательстве, без того, чтобы дать человеку шанс объясниться перед партией. Просто потому, что в Москве решили — эпоха Усубалиева закончилась, и он должен это принять как партийную дисциплину. Человек, который считал себя незаменимым, который верил, что построил в Киргизии нечто прочное и вечное, узнаёт. В советской системе никто не незаменим. И любая власть держится не на заслугах, а на благоволении центра. Стоило этому благоволению исчезнуть, и всё, что казалось незыблемым, рассыпается за 24 часа. Вопрос, который терзает всех, кто изучает эту историю. Знал ли Усубалиев в ту ночь, что Горбачев не просто меняет кадры, а запускает процесс, который через 6 лет уничтожит саму систему, породившую их обоих? Доверие — это единственная валюта, которая имеет значение в закрытых коридорах власти, где законы не действуют, а контракты не подписываются. Турдакун Усубалиев строил это доверие всю жизнь. Партбилет получил еще до войны. Работал в аппарте с 48-го года. Поднимался по партийной лестнице медленно, но неуклонно, не совершая резких движений, не наживая себе врагов среди тех, кто принимает решения в Москве. Когда его в 1961 году назначили первым секретарем ЦК Компартии Киргизии, это был не случайный выбор. Это был результат многолетней работы по выстраиванию репутации надежного человека, который не подведет центр, который поймет сигналы без лишних слов, который знает главное правило советской номенклатуры — не выделяться. При Хрущеве Усубалиев продемонстрировал лояльность, поддержав все начинания лидера, даже те, которые вызывали сомнения у местных кадров. При Брежневе он стал еще более надежным. Его республика не создавала проблем, не требовала чрезвычайных мер, не попадала в сводки КГБ о межнациональных конфликтах или экономических провалах. Киргизия при Усубалиеве была тихой, послушной, предсказуемой. Именно такой, какой ее хотели видеть в Москве. И за это ему платили доверием. Не трогали во время чисток 70-х, когда в соседних республиках меняли руководство, не критиковали на пленумах, не посылали комиссии с карательными полномочиями. Но доверие в советской системе — это не навсегда. Это аренда, которую нужно постоянно продлевать, доказывая свою ценность. Усубалиев понимал это лучше, чем кто-либо другой. Он видел, как падали те, кто забывал главное правило. Ты велик ровно настолько, насколько в тебе нуждается центр. В 1979 году, когда началась афганская война, Киргизия стала одним из ключевых тыловых регионов. Через Ош и Фрунзе шли военные грузы. Здесь размещались госпитали, здесь готовили резервы для 40-й армии. Усубалиев обеспечил все, что требовалось, без задержек и срывов. И Москва оценила. Его наградили орденом Ленина, хотя официально награда была за успехи в развитии народного хозяйства. В 1982, когда умер Брежнев,
а потом быстро сменили друг друга Андропов и Черненко, Усубалиев каждый раз оказывался на правильной стороне, поддерживая нового лидера так, будто всю жизнь был его сторонником. Это требовало политического чутья, граничащего с инстинктом. Понять, кто победит в невидимой борьбе за власть, раньше, чем это станет очевидно всем остальным. И каждый раз Усубалиев угадывал, потому что научился читать сигналы, которые другие не замечали. Кто с кем стоит на мавзолее, кого упоминают в передовицах «Правды» первым, чьи портреты висят на трибунах партийных съездов. Когда к власти пришел Горбачев, Усубалиев был уверен, он справится и с этим, как справлялся раньше. На первом пленуме ЦКК ПЦЦ в марте 1985 года он выступил с поддержкой нового генерального секретаря, подчеркнув необходимость обновления и ускорения, хотя сам толком не понимал, что именно под этим подразумевается. Летом того же года, когда Горбачев начал говорить о перестройке, Усубалиев организовал в республике показательные совещания, где критиковали старые методы работы и призывали к переменам. Правда, критика была настолько дозированной и безопасной, что не задевала ничего реального. Осенью он отправил в Москву доклад о ходе реализации решения апрельского пленума ЦК, расписав достижения республики так, будто Киргизия уже стала образцом перестройки. Усубалиев делал все правильно, по старым лекалам, по той схеме, которая работала четверть века. Но он не понял главного. Горбачев менял не политику. Он менял правила игры, и старые методы больше не работали. Новому лидеру не нужны были послушные исполнители, которые красиво рапортуют о выполнении планов. Ему нужны были реформаторы, готовые ломать систему изнутри. А Усубалиев был продуктом этой системы. Он не умел и не хотел ее ломать. Для него партия, республика, власть — это святое. Это то, что нельзя подвергать сомнению. И в этом была его фатальная ошибка. Первые признаки того, что доверие тает, появились незаметно. В июне 1985 года Усубалиев получил приглашение на совещание в Москве, посвященное кадровой политике в республиках. Обычно такие совещания были формальностью, где каждый выступал с заранее согласованным текстом и получал одобрение. Но на этот раз атмосфера была другой. Горбачев говорил о необходимости омоложения руководства, о том, что люди, занимающие посты десятилетиями, превращаются в тормоз развития, о том, что пора давать дорогу новым кадрам. Усубалиев сидел в зале и понимал, эти слова обращены к нему, хотя его имя не называли напрямую. После совещания он попытался переговорить с кем-то из окружения Горбачева, использовать старые связи, но его вежливо выслушали и ничего не обещали. Это был первый сигнал. Он больше не входит в круг тех, с кем советуются перед принятием решений. В августе сигнал усилился. В Киргизию приехала комиссия Центрального комитета, и впервые за многие годы ее работа не была согласована с Усубалиевым заранее. Комиссия встречалась с людьми без его ведома, задавала вопросы, которые раньше никто не задавал. Интересовалась не показателями, а настроениями. Не планами, а проблемами. Усубалиев чувствовал, его проверяют на прочность, ищут слабые места, готовят почву для смены власти. Но он не мог поверить, что это случится с ним, человеком, который 24 года служил партии безупречно. И вот наступает ноябрь. Усубалиев возвращается из очередной поездки в столицу, где присутствовал на праздновании годовщины революции. И в аэропорту его встречают не так, как раньше. Без оркестра, без толпы партийных функционеров, без телевизионных камер. Только секретарь и водитель, которые молча ведут его к машине, избегая смотреть в глаза. Дома звонит один из старых друзей из Москвы и осторожно, не называя имен, говорит: «Готовься к переменам, решение уже принято. Осталось только оформить». Усубалиев не верит, требует встречи с Горбачевым. Хочет объясниться, доказать свою лояльность. Но ему отвечают: «Генеральный секретарь занят. Встреча переносится на неопределенный срок». Это означает одно — разговаривать больше не о чем. Приговор вынесем. А потом приходит тот самый звонок, и все рушится за одну ночь. 24 года власти, выстраивание доверия, игры по правилам. Все это оказывается ничем,
когда на другом конце провода тебе говорят: «Партия решила, что ты больше не нужен». Можно ли было что-то изменить, если бы Усубалиев раньше понял, что правила изменились? Или его судьба была предрешена в тот момент, когда Горбачев пришел к власти с планами, несовместимыми со Старой гвардией? Распад начинается не с катастрофы, а с мелких трещин, которые сначала можно не заметить. Ноябрь 1985 года в Киргизии выглядит внешне спокойным. Заводы работают по плану, школы учат детей, партийные собрания проходят по графику. Но внутри системы, которую Усубалиев выстраивал 24 года, начинается процесс, который уже не остановить. После того звонка из Москвы Усубалиев еще пытается действовать. Собирает бюро ЦК Компартии, пытается объяснить, что республике нужна стабильность, что резкая смена руководства может привести к непредсказуемым последствиям. Но люди, которых он сам назначал на ключевые посты, вдруг перестают поддерживать его так безоговорочно, как раньше. Кто-то молчит, кто-то осторожно говорит о необходимости прислушаться к мнению центра, кто-то даже позволяет себе критику. Республике действительно нужны перемены. Товарищ Усубалиев много сделал, но время идет. Это предательство мягкое, обернутое в правильные партийные формулировки, но от этого не менее болезненное. Усубалиев понимает, его соратники уже видят, кто победит в этой схватке, и делают ставку на будущее, а не на прошлое, каким бы славным оно ни было. Пленум Ц Компартии Киргизии, на котором официально оформляется отставка Усубалиева, проходит в декабре. Формально все выглядит прилично. Усубалиев сам просит освободить его от обязанностей по состоянию здоровья, и пленум единогласно удовлетворяет просьбу, выражая глубокую благодарность за многолетний труд. Ему оставляют все звания, все награды, назначают персональную пенсию союзного значения, дают квартиру в Москве. На бумаге это выглядит как почетный уход заслуженного деятеля. Но те, кто присутствует в зале, видят другое. Усубалиев сидит на трибуне с лицом, застывшим в искусственной улыбке, и слушает, как один за другим выступают люди, которые еще месяц назад клялись ему в верности, а теперь говорят о необходимости обновления, о новом этапе развития республики, о том, что партия мудро принимает решения. Ни слова о том, что этого человека фактически выгнали без объяснений, ни слова о том, что 24 года службы обнулились за одну ночь. Только правильные, выверенные фразы, за которыми скрывается холодный расчёт. Власть ушла, значит, нужно идти за новой властью. Новым первым секретарем становится Абсамат Масалиев. Человек из усубалиевской команды, но моложе на 15 лет. Он обещает продолжить курс на развитие республики, но в духе перестройки, с новыми подходами, с учетом требований времени. Усубалиев остается членом ЦКК ПСЭ. Формально сохраняет статус крупного партийного деятеля. Но все понимают, это почетная ссылка, золотая клетка для тех, кого выводят из игры, не желая создавать публичный скандал. Его убирают из политики так, как убирали всех неугодных советской системе. Без репрессий, без обвинений, но и без шанса на возвращение. А дальше начинается то, чего Усубалиев не мог предвидеть. Горбачев запускает процессы, которые через несколько лет приведут к распаду всей системы. Гласность открывает шлюзы для критики прошлого. И вдруг оказывается, что усубалиевская эпоха была не такой безоблачной, как казалось. Начинают говорить о коррупции в республике, о клановости, о том, что под маской стабильности скрывались те же проблемы, что и везде в СССР. Дефицит, приписки, кумовство. Усубалиев, живущий теперь в Москве, узнает об этом из газет и с горечью понимает. Его превращает в символ застоя, в пример того, от чего нужно избавляться. В 1989 году, когда начинается межнациональный конфликт в Волжской области между киргизами и узбеками, некоторые публицисты намекают, это результат усубалиевской политики, которая загоняла проблемы вглубь, вместо того, чтобы решать их. Неважно, что конфликт вспыхнул через 4 года после его отставки. Неважно, что причины были глубже. Усубалиев становится удобным козлом отпущения для тех, кто ищет виноватых в кризисе национальных отношений. В 1991 году, когда распадается СССР,
Усубалиев наблюдает за этим из своей московской квартиры, как свидетель гибели мира, в котором он прожил всю жизнь. Киргизия становится независимой, и новая власть там уже не вспоминает о нем. Он остался в прошлом, в эпохе, которую хотят забыть как можно быстрее. Человек, который считал себя строителем киргизской государственности, оказывается ненужным новой Киргизии, которая пытается найти собственный путь, отрицая советское наследие. Усубалиев проживет еще долго, до 2000-х годов, но это будет жизнь человека, вычеркнутого из истории при жизни. Его имя будут вспоминать редко в контексте обсуждения советского прошлого, но уже не как символ величия, а как пример того, что любая власть конечна, что любая империя рушится и что преданность системе не спасает, когда сама система начинает разваливаться. Почему Горбачев так легко избавился от Усубалиева, человека, который казался несокрушимым? Может быть, потому что Усубалиев был слишком идеальным представителем старой системы, настолько идеальным, что стал ее заложником. Он не умел существовать вне правил, которые выучил за 40 лет партийной работы. И когда эти правила отменили, он оказался беззащитным. Или, может быть, дело в другом. Горбачев понимал, что для настоящих реформ недостаточно заменить одного человека другим. Нужно было разрушить саму систему власти, которую такие люди, как Усубалиев, воплощали собой. И начать он решил символически. С тех, кто правил дольше всех, кто был живым воплощением брежневской эпохи. Усубалиев стал первой жертвой не потому, что был хуже других, а потому, что был слишком заметен, слишком олицетворял собой то, от чего Горбачев хотел уйти. История любит иронию. Человек, который всю жизнь служил системе, был принесен в жертву ради ее спасения. Но система все равно рухнула. И теперь Усубалиев остался только в учебниках истории. Как напоминание о том, что в политике нет вечных союзников, нет незаменимых людей, и что любая власть, построенная на личной лояльности, а не на институтах, обречена рассыпаться при первом же серьезном испытании. Когда журналисты спрашивали жену Турдакуна Усубалиева, Бурул, о том, каким был ее муж дома, она всегда отвечала одинаково: заботливым отцом, любящим супругом, человеком, который никогда не приносил работу в семью. Эти слова звучали красиво на страницах партийной прессы, их цитировали в очерках о передовиках социалистического труда, о лидерах республик, которые умели сочетать высокую ответственность с простотой и человечностью. Но те немногие, кто действительно бывал в доме Усубалиевых в последние годы его правления, рассказывают совсем другую историю. Они говорят о человеке, который возвращался домой поздним вечером и часами сидел в кабинете, не включая свет, глядя в окно на ночной Фрунзе. Они вспоминают, как Бурул приносила ему чай, который остывал нетронутым. Как она пыталась разговорить мужа, а он отвечал односложно, будто находился где-то далеко, в мире, куда она не могла войти. Один из родственников семьи, согласившийся говорить только на условиях анонимности, признался: в последние месяцы перед отставкой Усубалиев почти не спал. Он ходил по дому ночами, и однажды жена нашла его в 5 утра в гостиной, где он просто сидел в кресле с закрытыми глазами, но не спал. Просто сидел, будто прислушивался к чему-то, что слышал только он один. Что происходит с человеком, когда он понимает, что теряет не просто должность, а саму основу своей идентичности? Усубалиев был первым секретарем Компартии Киргизии 24 года, дольше, чем некоторые его подчиненные были живы. За это время он стал неотделим от самого понятия власти в республике. Когда люди говорили «партия», они подразумевали Усубалиева. Когда решали важные вопросы, они думали: что скажет Турдакун Усубалиевич? Его портрет висел в каждом кабинете. Его имя произносили на каждом собрании. Его подпись стояла под каждым важным документом. Но в семье, за закрытыми дверями, этот человек был другим. Растерянным, уставшим, иногда испуганным. Дочь Усубалиева вспоминала годы спустя. Отец никогда не рассказывал о работе подробно. Но в последний год перед отставкой она замечала, как он изменился. Стал молчаливым, задумчивым, иногда срывался на резкость, которая была ему несвойственна. Однажды за семейным ужином кто-то из детей пошутил о политике. И Усубалиев вдруг разозлился. Сказал что-то резкое и ушел из-за стола.
Позже он извинился, но дочь запомнила его взгляд. Это был взгляд человека, который несет в себе груз, о котором не может рассказать никому. Семья Усубалеева знала о том звонке из Москвы раньше, чем партийное руководство республики. Бурул слышала, как он разговаривал в кабинете поздним вечером, как его голос срывался. Впервые за все годы брака она слышала, чтобы он так говорил. Когда он вышел из кабинета, лицо его было таким, будто он постарел на 10 лет за 20 минут. Он сел на диван, молчал долго, потом сказал только: «Они решили, что я больше не нужен». Бурул пыталась утешить его, говорила, что это несправедливо, что он столько сделал для республики, но Усубалеев только качал головой. «Вы не понимаете», — говорил он. «Это не про справедливость, это про власть. А во власти нет места благодарности». Тогда же, в ту ночь, семья увидела то, что скрывалось за публичной маской первого секретаря. Обычного человека, который боится будущего, потому что будущее без власти казалось ему пустотой. Усубалеев всю жизнь служил системе, и теперь система выбросила его, как использованный инструмент. Дети Усубалеева узнали о планах отставки не от отца, он не хотел беспокоить их раньше времени, а из шепота в партийных коридорах. Старший сын работал в одном из министерств республики, и однажды коллега осторожно спросил его: «Правда ли, что твоего отца собираются снимать?» Сын не поверил сначала, но потом начал замечать странные вещи. Когда он приходил в кабинет к отцу, охрана вдруг становилась менее внимательной. Секретари избегали разговоров. А некоторые коллеги отца, с которыми семья дружила годами, вдруг перестали звонить и приходить в гости. Это было похоже на медленную изоляцию. Как будто вокруг Усубалеева строили невидимую стену, отделяя его от мира, к которому он привык. Сын попытался поговорить с отцом, но тот отмахнулся. «Это слухи. Партия не принимает решений за спиной своих товарищей». Но в глазах отца сын увидел страх, который тот пытался скрыть под маской уверенности. После официальной отставки семье пришлось столкнуться с тем, о чем советской номенклатуре не принято было говорить вслух — крушением социального статуса. Усубалеева переселили в Москву, дали хорошую квартиру, оставили все привилегии. Но это было не то. В Киргизии он был царем. В Москве он стал одним из сотен бывших партийных функционеров, которые доживали свой век в почетной ссылке. Дети видели, как отец пытается сохранить лицо, как он ходит на какие-то совещания и встречи, где его выслушивают из вежливости, но больше не прислушиваются. Жена видела, как он часами сидит над газетами, читая новости из Киргизии, где уже идет новая жизнь без него. Внуки, родившиеся после отставки, знали деда только как пожилого человека с орденами на пиджаке, который любил рассказывать истории о прошлом, но не понимали, что для него это прошлое было единственной реальностью, которая осталась. В семейных альбомах сохранились фотографии тех лет. Усубалеев на трибуне, Усубалеев среди строителей ГЭС, Усубалеев с делегациями из других стран. На всех этих снимках он улыбается, но если присмотреться к последним фотографиям перед отставкой, можно заметить, улыбка стала другой, натянутой, усталой, больше похожей на гримасу. Почему семья Усубалеева молчала обо всем этом так долго? Почему только спустя десятилетия после его смерти начали появляться эти откровения? Может быть, потому что в советской культуре было не принято выносить семейные драмы на публику, особенно если речь шла о партийных деятелях. Или потому что сама семья не до конца понимала, что произошло, пока не увидела, как другие лидеры тоже падали один за другим в годы перестройки. А возможно, потому что признать правду означало признать: человек, которого они любили и уважали, был заложником системы, которая использовала его и выбросила, когда он стал неудобен. И это признание было слишком болезненным, чтобы говорить о нем при жизни. Что знала жена Усубалеева о том, какую цену платил ее муж за власть? И самое главное, понимал ли сам Усубалеев, что, строя карьеру в системе, где человек — ничто, а партия — всё, он обрекал не только себя, но и свою семью на жизнь в тени, которая станет еще темнее, когда свет погаснет. Москва никогда не присылала комиссии просто так. Когда в августе 1985 года в аэропорт Фрунзе прилетела группа из ЦКК ПСЭ, Усубалеев встречал их с правильной улыбкой и правильными словами.
Но уже через несколько дней он понял, что-то изменилось. Раньше такие комиссии работали по чёткому сценарию. Встречи с руководством, посещение передовых предприятий, торжественные ужины, где обсуждали успехи республики. Теперь люди из Москвы вели себя иначе. Они задавали неудобные вопросы. Почему одни и те же фамилии появляются во всех ключевых должностях? Почему родственники руководителей работают в самых прибыльных отраслях? Почему за 24 года не произошло серьезного обновления кадров? Усубалиев отвечал осторожно, ссылаясь на специфику республики, на необходимость преемственности. Но видел, его слова больше не принимают как окончательный аргумент. После одной из встреч секретарь шепотом передал ему информацию. Комиссия встречалась с людьми втайне от него. С кем именно, неизвестно. Зачем — тоже. Но сам факт был достаточно красноречивым. В партийной системе такое означало только одно. Его проверяют на прочность. Ищут слабые места, собирают досье. Усубалиев знал этот механизм изнутри. Сам участвовал в подобных операциях, когда Москва решала избавиться от неугодного руководителя в другой республике. Теперь механизм запустили против него. Ночью он лежал без сна, прокручивая в голове возможные сценарии. Может быть, это просто проверка лояльности? Может, хотят убедиться, что он поддерживает перестройку? Но чем дальше, тем яснее становилось. Это не проверка. Это подготовка к замене. Осенью начались странные вещи. Один из членов бюро ЦК Компартии Киргизии, которого Усубалиев лично выдвигал на должность, вдруг на партийном собрании заговорил о необходимости обновления методов работы. Критика была мягкой, обтекаемой, но Усубалиев услышал главное. Этот человек отмежевывается, готовится к новым временам. Другой соратник, с которым он работал 15 лет, вдруг стал избегать личных встреч, ссылаясь на занятость. Третий начал осторожно зондировать почву. «Товарищ Усубалиев, вы не думали о том, что, может быть, пора передать эстафету молодым?» Паранойя — это состояние, когда перестаешь понимать, кому можно доверять. Усубалиев всю жизнь строил систему на личной лояльности. Он продвигал людей не за таланты, а за преданность. Назначал на должности тех, кто был обязан ему карьерой, создавал вокруг себя круг, который, как он думал, никогда его не предаст. Теперь этот круг рассыпался на глазах. Люди, которых он считал своими, вдруг становились чужими. Они не предавали открыто, это было бы слишком грубо для советской системы. Они просто отстранялись, создавая вокруг него вакуум. В октябре Усубалиев попытался связаться с Москвой напрямую, используя старые связи. Позвонил одному из членов Политбюро, с которым дружил еще при Брежневе. Разговор был коротким и холодным. Михаил Сергеевич принял решение об обновлении руководства в республиках. Это касается всех, кто занимает посты больше 20 лет. Ничего личного, товарищ Усубалиев, просто время изменилось. Когда Усубалиев попытался возразить, его мягко оборвали. Не стоит усложнять ситуацию. Партия оценит ваше понимание. Это был приговор, обернутый в партийную вежливость. После этого разговора Усубалиев начал вести себя иначе. Секретарь замечал, шеф стал подозрительным. Если кто-то задерживался в кабинете после работы, он спрашивал: «Зачем? Что делаешь?» Если на столе лежали документы не в том порядке, как он оставлял, начинал выяснять, кто заходил в кабинет. Однажды он потребовал сменить всю охрану, потому что, как он сказал, не уверен в их лояльности. Начальник охраны попытался объяснить: «Люди служат вам годами, они проверены». Усубалиев ответил жестко: «Меняйте», — я сказал. Но даже новая охрана не вернула ему чувство безопасности. В ноябре, за несколько дней до рокового звонка, произошло событие, которое окончательно сломало его уверенность. На одном из совещаний в узком кругу, где присутствовали только самые близкие соратники, Усубалиев говорил о планах на следующий год. Он рассуждал о новых стройках, о развитии республики, о том, как они вместе продолжат начатое. И вдруг заметил: люди в зале смотрят на него странно. Не враждебно, хуже, с жалостью. Как смотрят на человека, который еще не знает, что приговор уже вынесен. Усубалиев осекся на полуслове, закончил совещание быстро и ушел. В коридоре услышал обрывок разговора.
Бедный старик еще не понял. Голоса стихли, когда он прошел мимо. Самое страшное в паранойе, когда она оказывается оправданной. Усубалиев подозревал, что его окружение готовится к его уходу. И он был прав. Подозревал, что Москва уже приняла решение. И был прав. Подозревал, что люди, которым он доверял, уже ищут контакты с его преемником. И снова был прав. Но эта правота не приносила облегчения, только усиливала горечь. Значит, все, что он строил 24 года, держалось не на доверии и уважении, а на страхе и расчёте. Стоило ему потерять власть, и все рухнуло мгновенно. Ночью после того совещания Усубалиев долго сидел в кабинете один. Секретарь заглянул поздно вечером, спросил, может, чаю принести? Усубалиев покачал головой. Потом вдруг спросил, «Скажите честно, вы тоже готовитесь к переменам?» Секретарь растерялся, начал уверять в преданности, но Усубалиев остановил его жестом. «Не надо, я понимаю. Вам нужно думать о себе, о семье. Система так устроена. Сегодня ты с победителем, завтра победитель другой. Просто скажите, когда вы узнали?» Секретарь молчал долго, потом признался. Слухи пошли еще месяц назад. Говорили, что из Москвы придет команда на замену, что ваше имя уже вычеркнуто из будущих планов. Я не верил. Думал, это обычные сплетни. Но потом начал замечать. Люди меняются, отдаляются. Простите, Трудакун Усубалиевич. Усубалиев кивнул. Что тут прощать? Вы просто первым понял, что корабль тонет. Умный поступок — искать спасательную шлюпку. Когда секретарь ушел, Усубалиев остался один в кабинете, где провел тысячи часов, принимая решения, которые казались важными. Теперь все эти решения, все эти годы сжались до одного простого факта. Власть кончается не тогда, когда тебя снимают официально, а тогда, когда люди перестают в тебя верить. И это произошло задолго до того звонка из Москвы. Звонок просто оформил то, что уже случилось. Мог ли Усубалиев остановить этот процесс, если бы действовал раньше? Или паранойя была не болезнью, а единственно возможной реакцией человека, который наконец-то увидел правду? В системе, где власть держится на страхе, никто не защищен. Даже те, кто сам создавал этот страх. 24 года — это 8760 дней. Именно столько Турдакун Усубалиев провел на посту первого секретаря Компартии Киргизии. За эти годы через его кабинет прошли тысячи людей. Одних он назначал на должности, других снимал. Кого-то продвигал по партийной лестнице, кого-то отправлял в забвение. Каждое его решение меняло чью-то судьбу. Но теперь, когда собственная судьба изменилась одним телефонным звонком, Усубалиев впервые задумался. А какую цену заплатил он сам за эту власть? Медицинская карта первых секретарей республик была документом строго секретным. Только личный врач и узкий круг людей из 4-го управления КГБ знали реальное состояние здоровья высших партийных функционеров. В карте Усубалиева с середины 70-х годов появились записи, которых не должно было быть у человека его возраста. Гипертония, первые признаки стенокардии, хроническая бессонница, язва желудка. Врачи осторожно предлагали снизить нагрузку, больше отдыхать, возможно, на время отойти от дел. Усубалиев отмахивался. Работа важнее. Но тело не обманешь. К началу 80-х Усубалиев уже не мог работать по 16 часов в сутки, как раньше. Появились приступы, когда сердце вдруг начинало биться так сильно, что приходилось останавливаться посреди коридора, опираться на стену, ждать, пока пройдет. Врач всегда был рядом, с нитроглицерином и другими препаратами. Официально это называлось медицинским сопровождением. На деле — попыткой удержать человека в рабочем состоянии любой ценой. Усубалиев знал, что платит здоровьем за власть, и сознательно делал этот выбор. Когда в 1983 году врачи настояли на серьезном обследовании и обнаружили, что сердце работает на пределе, он запретил кому-либо говорить об этом. Никаких записей в протоколах, никаких сообщений в Москву.
потому что любой намек на болезнь становился поводом для отставки. Система не терпела слабости у тех, кто наверху. Но цена власти измерялась не только здоровьем. Были и другие жертвы, о которых не писали в газетах. Усубалиев почти не видел внуков. Они росли, а он проводил дни в кабинетах и командировках. Когда дочь рожала первенца, он был на совещании в Москве и приехал только через 3 дня. Когда сын женился, он присутствовал на свадьбе всего 2 часа. Срочный звонок из ЦК потребовал немедленно вернуться к работе. Жена привыкла видеть мужа поздно вечером, когда он возвращался усталым, молчаливым, уходил в кабинет и там оставался до глубокой ночи. Иногда она находила его спящим прямо за письменным столом, с документами под головой. Несколько раз пыталась заговорить о том, что, может быть, пора подумать о семье, о себе, о здоровье. Усубалиев отвечал одно и то же. Республика не может ждать, работа требует полной отдачи. Потом, когда закончим важные дела, тогда отдохнем. Только потом никогда не наступало. Работа порождала новую работу. Планы сменялись планами, проблемы громоздились одна на другую. Усубалиев был заложником системы, где остановиться означало проиграть. Где любая пауза воспринималась как слабость. Где человек ценился ровно настолько, насколько был полезен в данный момент. К осени 1985 года, когда уже становилось ясно, что отставка неизбежна, Усубалиев впервые позволил себе оглянуться назад и подвести итог. Что он получил за эти 24 года? Ордена, звания, почет, квартиру в Москве, дачу в Киргизии. А что потерял? Здоровье, время с семьей, возможность жить обычной жизнью, друзей, которым можно доверять не как подчиненным, а как людям. И самое главное — иллюзию, что власть делает тебя защищенным. Один из врачей, наблюдавших Усубалиева в последние годы, вспоминал. После известия об отставке его состояние резко ухудшилось. Давление скакало, начались проблемы с пищеварением, усилились боли в сердце. Казалось, организм, который столько лет держался на нервах и воле, вдруг осознал. Гонка закончилась. Можно сдаться. Врач предлагал госпитализацию, но Усубалиев отказался. Зачем? Все равно ничего уже не изменить. Самое горькое осознание пришло позже, когда Усубалиев уже жил в Москве. Он понял. Все, чем жертвовал, здоровьем, семьей, личной жизнью, все это было напрасно. Потому что система, которой он служил, выбросила его без колебаний, как только он перестал быть нужным. Все ордена, все заслуги, все 24 года. Ничего не значили в тот момент, когда в Кремле решили, пришло время перемен. Была ли альтернатива? Мог ли Усубалиев выбрать другой путь? Теоретически, да. Мог уйти раньше, по собственной воле, сохранив здоровье и достоинство. Но в советской системе добровольный уход воспринимался как слабость, как предательство долга. Человек, который сам просил отставку, автоматически становился подозрительным. Значит, что-то скрывает, боится разоблачения. Поэтому держались до последнего, до тех пор, пока Москва сама не решала. Всё, хватит. В 1999 году, незадолго до смерти, Усубалиев дал одно из последних интервью. Журналист осторожно спросил: «Вы жалеете о чём-то?» Усубалиев долго молчал, потом сказал: «Жалею, что поверил, что система благодарна, что если служишь честно, то будешь защищен. Теперь понимаю, в той системе никто не был защищен, даже те, кто стоял наверху. Потому что власть держалась не на законах, а на страхе. А страх — это то, что рано или поздно оборачивается против тебя самого. Цена власти для Турдакуна Усубалиева оказалась непомерной. Он отдал все, что имел, и в итоге остался ни с чем. Его имя забыли еще при жизни. Киргизия, которую он считал своим детищем, пошла дальше без него. Система, которой он служил, рухнула, а он остался стариком с больным сердцем и тяжелыми воспоминаниями о том, как за 24 часа можно потерять то, что строил четверть века. Стоило ли оно того? В любой системе власти существует невидимый круг, люди, которые знают все. Не то, что пишут в газетах, не то, что говорят на трибунах, а настоящую правду. Кто болен, кто боится,
кто планирует побег, кто уже договорился с Москвой. В окружении Турдакуна Усубалиева таких было ровно 7. Личный секретарь, который читал всю корреспонденцию раньше шефа, начальник охраны, знавший каждый маршрут, каждую встречу, каждого посетителя, врач, державший в руках медицинские тайны, водитель, слышавший телефонные разговоры в машине, 2 члена бюро ЦК, допущенные к самым секретным совещаниям, и жена, единственный человек, видевший Усубалиева без маски, когда он возвращался домой поздней ночью и позволял себе быть слабым. Эти 7 составляли внутренний периметр, крепость, которая должна была защищать первого секретаря от внешнего мира. Но что происходит с крепостью, когда ее защитники начинают понимать, корабль тонет, и нужно спасать себя? Осенью 1985 года, когда Москва уже приняла решение об отставке, но еще не объявила его официально, эти 7 стояли перед выбором. Можно остаться верным Усубалиеву до конца и уйти вместе с ним в небытие, потому что новая власть не прощает тем, кто слишком близко стоял к старой. Можно попытаться договориться с теми, кто придет на смену, предложить свои услуги, доказать, что ты не враг, а просто профессионал, готовый служить любому хозяину. Можно бежать, уйти в тень, занять незаметную должность где-то на периферии, переждать бурю. А можно сделать то, что в советской системе называлось самым страшным словом — предать. Не громко, не демонстративно, а тихо, методично, передавая информацию тем, кто готовит смену власти, помогая им собрать досье, открывая доступ к секретам, которые раньше хранил как святыню. Первым предательство совершил не человек, а документ. В начале ноября личный секретарь Усубалиева, мужчина лет 50, проработавший с ним 12 лет, получил странный звонок. Звонил некто из аппарата ЦКК ПЦЦ. Представился кратко, без лишних слов, предложил встретиться. Встреча произошла в нейтральном месте, в одном из московских гостиничных номеров, куда секретаря пригласили под предлогом консультации по кадровым вопросам. Там ему задали один простой вопрос. «Вы готовы работать с новым руководством республики?» Секретарь не глупец, он понял мгновенно. Это не просто вопрос. Это проверка на лояльность будущему режиму. Можно отказаться, сославшись на преданность Усубалиеву, но тогда карьера закончится вместе с его отставкой. Можно согласиться и остаться на плаву. Секретарь колебался, но недолго. Семья, дети, ипотека на квартиру, старые родители на его содержании. Все это перевешивало абстрактное понятие верности. Он согласился. С того дня секретарь стал двойным агентом, сам того не осознавая. Продолжал работать с Усубалиевым, как ни в чем не бывало, но параллельно передавал информацию в Москву. Какие звонки поступают, с кем встречается шеф, что говорит в приватных беседах, какие документы подписывает в последние недели. Ничего критического, ничего компрометирующего. Просто полная картина того, как Усубалиев реагирует на приближающийся конец. Эта информация нужна была тем, кто планировал транзит власти. Понять, будет ли Усубалиев сопротивляться, попытается ли мобилизовать своих сторонников, планирует ли какие-то неожиданные ходы. Секретарь докладывал. Нет, он растерян, он не понимает масштаба происходящего. Он все еще надеется договориться. Это была ценная информация, потому что означало, можно действовать жестко, сопротивления не будет. Начальник охраны предал по-другому. Его не вербовали, не просили докладывать. Просто однажды, за неделю до официальной отставки, ему позвонили из КГБ и сообщили: «Готовьтесь к смене объекта охраны. Скоро будете работать с другим человеком». Начальник охраны понял — это конец. Но вместо того, чтобы предупредить Усубалиева, он промолчал. Не из трусости, не из жадности. Из того циничного расчёта, который был нормой в системе. Зачем портить отношения с новой властью ради человека, которого всё равно уже не спасти? Он продолжал охранять Усубалиева, но внутренне уже отстранился, перестал видеть в нём объект, требующий максимальной защиты. Это была форма предательства через бездействие. Не сделать ничего плохого напрямую, но и не сделать ничего хорошего, когда это нужно. Врач держался дольше всех. Он знал о здоровье Усубалиева то, чего не знал никто.
И эта информация была взрывоопасной. Если бы в Москве узнали, насколько серьезны проблемы с сердцем, отставку могли бы оформить не как политическую, а как медицинскую. И это было бы гуманнее, давало хоть какое-то оправдание. Врач хотел так поступить, даже подготовил документы. Но Усубалиев запретил категорически. Никому ни слова. Это останется между нами. Врач подчинился, но через несколько дней его вызвали в Москву, в 4-е управление КГБ. И там спросили прямо, каково реальное состояние здоровья товарища Усубалиева. Врач попытался уклониться, сослаться на врачебную тайну, но ему объяснили — это не просьба, это требование в интересах государственной безопасности. И врач рассказал все: гипертония, стенокардия, риск инфаркта, необходимость постоянного медикаментозного контроля. Эта информация легла в досье, которое использовали для обоснования отставки. Человек физически не способен дальше нести такую нагрузку. 2 члена бюро ЦК предали одновременно и синхронно, будто сговорились заранее. На последнем совещании перед отставкой, когда Усубалиев еще пытался убедить коллег поддержать его перед Москвой, они вдруг высказались за необходимость перемен. Осторожно, с уважением к заслугам товарища Усубалиева, но твердо. Время пришло. Республике нужны новые подходы. Обновление неизбежно. Усубалиев смотрел на них и не верил. Эти люди обязаны ему карьерой. Он поднял их из низов, дал им все. Теперь они отворачивались, и в их глазах он видел не злобу, не ненависть, пустоту. Они уже мысленно перешли на сторону победителя, и он для них стал прошлым, которое нужно отсечь, чтобы войти в будущее. Водитель не предавал активно, но он был свидетелем того, как предавали другие. Он слышал телефонные разговоры, видел, кто тайком встречается с эмиссарами из Москвы, замечал, как меняются лица тех, кто только что клялся в преданности. Однажды он попытался предупредить Усубалиева: «Товарищ секретарь, мне кажется, не все вокруг вас искренни». Усубалиев посмотрел на него усталыми глазами и ответил: «Знаю, но что я могу сделать? Арестовать их за мысли? Система так устроена. Предательство в ней норма, а верность — роскошь». Жена не предала, но она видела, как муж рассыпается на глазах, как он все меньше спит, все больше сидит в кабинете, глядя в одну точку, как он стареет не по дням, а по часам. Седина усиливается, морщины врезаются глубже, спина сутулится. Однажды ночью она проснулась и увидела. Он стоит у окна, смотрит на ночной Фрунзе, и по его щекам текут слезы. Она подошла, обняла, и он сказал тихо: «Я всю жизнь верил, что делаю правильное дело, что строю что-то важное. Теперь вижу, я строил тюрьму, в которой сам оказался узником. А те, кого считал друзьями, были просто сокамерниками, готовыми бежать при первой возможности». Предательство завершилось в тот момент, когда Усубалиев подписал заявление об отставке. Все 7 были рядом, формально выполняли свои обязанности, провожали его с почестями, говорили правильные слова. Но он знал правду. Каждый из них уже договорился с новой властью. Каждый получил гарантии сохранения должности. Каждый предал его по-своему. И самое страшное, он не мог их даже осудить, потому что понимал, на их месте поступил бы так же. Система воспитывала не героев, а циников. Не верность, а расчёт. Не принципы, а выживание. Можно ли винить людей за то, что они играют по правилам, которые сама система установила? К началу ноября 1985 года Турдакун Усубалиев выглядел не так, как на фотографиях 5-летней давности. Портреты, висевшие в кабинетах по всей республике, показывали мужчину в расцвете сил. Уверенный взгляд, прямая спина, легкая улыбка человека, контролирующего ситуацию. Теперь, глядя на него вживую, люди замечали — что-то изменилось необратимо. Лицо осунулось, кожа приобрела нездоровый серый оттенок. Глаза, раньше живые и внимательные, стали тусклыми, будто взгляд устал фокусироваться. Руки временами дрожали. Едва заметно, но тем, кто работал рядом, это бросалось в глаза.
Когда Усубалиев поднимался по лестнице в здание ЦК, он останавливался на площадках чаще, чем раньше. Делал вид, что задумался, но на самом деле просто ловил дыхание. За 24 года у власти он постарел не на 24 года, на все 40. Это физиология власти. Организм работает на износ, потому что мозг не дает ему остановиться. Стресс становится нормой. Адреналин держит в тонусе днем, а ночью не дает заснуть. Сердце бьется в режиме постоянной тревоги, сосуды сжимаются от напряжения, желудок разъедается кислотой от невысказанных слов. Врачи называют это синдромом хронической мобилизации, когда организм живет так, будто каждый день война, и расслабиться нельзя ни на минуту. У Усубалиева этот синдром достиг критической точки к осени 85-го, когда стало ясно — власть уходит, а вместе с ней уходит и стимул, державший его на ногах. Личный врач вел секретный дневник наблюдений, документ, который никогда не должен был выйти за пределы медицинского кабинета. Записи последних месяцев перед отставкой читались как хроника медленного распада. Август. Приступ гипертонии. Давление 190 на 110. Купировали экстренно. Сентябрь. Боли в области сердца. Подозрение на стенокардию. Рекомендована госпитализация. Пациент отказался. Октябрь. Бессонница усилилась. Пациент спит не больше 3 часов в сутки. Отказывается от снотворных, мотивируя тем, что должен быть в ясном уме. Начало ноября. Резкое снижение веса, потеря аппетита, признаки депрессии. На предложение консультации психиатра отреагировал агрессивно. Каждая запись заканчивалась одной фразой. Состояние ухудшается. Рекомендации игнорируются. Прогноз неблагоприятный. Внешние изменения были видны всем, кто работал рядом. Секретарь замечал. Шеф перестал следить за внешним видом так тщательно, как раньше. Раньше костюм всегда был отглажен до совершенства. Галстук подобран по цвету, ботинки начищены. Теперь он мог прийти на совещание в мятом пиджаке, забыть поправить галстук, не заметить пятно на рубашке. Это были мелочи, но в системе, где внешний вид был частью власти, такие мелочи говорили о многом. Человек сдается. Волосы, которые раньше аккуратно зачесывали назад, теперь торчали небрежно. Седина, которую раньше маскировали, теперь проступала все ярче. Морщины, которых не было год назад, врезались глубокими бороздами от носа к подбородку. Но страшнее всего была походка. Раньше Усубалиев ходил быстро, уверенно. Его шаги эхом разносились по коридорам, и люди слышали издалека: «Идёт шеф, нужно подтянуться». Теперь он шел медленно, осторожно, будто боялся споткнуться. Спина, которая раньше была прямой, как стрела, сгорбилась. Плечи опустились. Охранник, сопровождавший его много лет, вспоминал: «В последние недели перед отставкой я видел не того человека, за которым охранял. Это был старик, уставший, больной, сломленный. Он шел так, будто каждый шаг давался с трудом, будто нес на плечах невидимый груз». А потом были архивы. В советской системе все фиксировалось. Каждый звонок, каждая встреча, каждое решение. В личном архиве первого секретаря ЦК Компартии Киргизии хранились тысячи папок с документами. Переписка с Москвой, протоколы совещаний, докладные записки, стенограммы выступлений. Это был след 24 лет власти, зафиксированный на бумаге. Но после отставки Усубалиева с архивом произошло нечто странное. Когда новое руководство республики запросило доступ к документам предыдущего периода, выяснилось, часть материалов исчезла. Не вся переписка, не все протоколы. Исчезли именно те документы, которые могли бы пролить свет на самые щекотливые моменты последних лет правления Усубалиева. Архивариус, отвечавший за хранение документов, рассказывал: за несколько дней до официальной отставки к нему пришли люди из особого отдела КГБ. Предъявили санкцию на изъятие определенных материалов, сославшись на государственную тайну. Какие именно документы изымали, архивариус не знал, потому что работали они самостоятельно, без его присутствия. Ушли через несколько часов, унесли 3 больших коробки. Что там было, можно только догадываться. Возможно, медицинские заключения, которые Усубалиев велел скрывать.
Возможно, переписка с Москвой о кадровых назначениях, где упоминались имена тех, кто позже предал его. Возможно, протоколы закрытых совещаний, на которых обсуждали реальное положение дел в республике. Не парадное для отчетов, а настоящее, с проблемами, которые скрывали от центра. Исчезли и личные записи у Субалиева. Дневники, которые он вел нерегулярно, но в моменты особого напряжения записывал мысли, чтобы разгрузить голову. Секретарь видел эти тетради, тонкие, в черных обложках, которые шеф хранил в личном сейфе. После отставки сейф вскрыли в присутствии комиссии, и тетрадей там не оказалось. Кто-то забрал их раньше. То ли сам Усубалиев уничтожил перед уходом, то ли кто-то из окружения позаботился о том, чтобы эти записи не попали в чужие руки. Что было написано в тех тетрадях? О чем думал Усубалиев в последние месяцы? Какие сомнения терзали его, когда он понимал, что все рушится? Ответов не осталось, только пустота в архиве, где должны были лежать свидетельства последних дней эпохи. Но самая странная история случилась с медицинской картой у Субалиева. По правилам она должна была храниться в 4-м управлении КГБ, в секретном фонде, куда имели доступ только врачи с особым допуском. Когда спустя годы исследователи пытались получить доступ к этой карте, чтобы восстановить реальное состояние здоровья у Субалиева в последние годы правления, выяснилось — карта исчезла. Официальная версия утрачена при реорганизации архивов в начале 90-х, когда КГБ распался и документы передавали в разные ведомства. Но те, кто знал систему изнутри, говорили иначе. Карту уничтожили специально, потому что она содержала информацию, неудобную для новой власти. Информацию о том, что Усубалиев был тяжело болен, что его держали на должности искусственно, что Москва знала о его состоянии и все равно не отстранила раньше. Потому что так было удобно, пока не решили, что пора менять. Физиология власти и архивы — две стороны одной истории. Тело Усубалиева разрушалось, потому что власть требовала от него больше, чем он мог дать. А документы исчезали, потому что правда о цене этой власти была слишком неудобной для тех, кто пришел после. Осталось только то, что хотели оставить. Парадные фотографии, официальные биографии, торжественные речи. А настоящая история — история больного, уставшего человека, которого система использовала до конца и выбросила без сожаления. Эта история была вычеркнута из архивов так же тщательно, как его самого вычеркнули из политики. Что скрывали те уничтоженные документы? И кто принял решение, что эта правда не должна дойти до потомков? Когда империя рушится, всегда находится тот, кто выигрывает от катастрофы. Турдакун Усубалиев ушел в декабре 1985 года, и его место занял Абсамат Масалиев. Человек моложе на 15 лет, формально из усубалиевской команды, но фактически уже представлявший новую эпоху. Масалиев получил все: кресло первого секретаря, контроль над республикой, доверие Москвы, возможность формировать собственную команду. Но был ли он главным бенефициаром отставки Усубалиева? Или кто-то другой, стоявший за кулисами, извлек из этой истории гораздо больше? Чтобы понять, кому было выгодно, нужно проследить, что произошло после. Масалиев правил Киргизией всего 5 лет, до 1990 года, когда его самого отстранили при схожих обстоятельствах. За эти 5 лет республика прошла через межнациональный конфликт в Оше, через первые волны митингов и демонстраций, через начало распада советской системы. Масалиев не смог удержать контроль, потому что система, в которой он вырос, рассыпалась на глазах. Значит, он не был настоящим победителем. Он был временщиком, который получил власть в момент, когда она уже ничего не стоила. Кто же выиграл по-настоящему? Проследим экономический след. После отставки Усубалиева началась кампания по борьбе с коррупцией в республике. Показательные процессы против чиновников, связанных со старым режимом, конфискация имущества, расследование злоупотреблений. Но при этом новая команда Масалиева не трогала одну группу людей — тех, кто контролировал экономические потоки в сырьевых отраслях. Киргизия богата не нефтью, как соседи, но у нее есть другое — редкоземельные металлы,
золото, уран, гидроэнергетика. Контроль над этими активами означал контроль над реальными деньгами, а не только над номенклатурными привилегиями. В последние годы правления Усубалиева сложилась группа директоров крупнейших предприятий. Людей, которые формально подчинялись Москве, но фактически имели огромную автономию. Директор Кумторского золотого рудника, директор комбината по производству редкоземельных металлов, директор Токтагульской ГЭС. Эти трое контролировали основные экспортные потоки республики. Усубалиев держал их в узде, потому что назначения на такие должности шли через его кабинет. Но с приходом Горбачёва и началом перестройки ситуация изменилась. Предприятиям дали больше самостоятельности, директорам — больше полномочий. И эти трое поняли, если убрать Усубалиева, можно будет работать без оглядки на партийный контроль. Есть косвенные свидетельства, что именно эта группа лоббировала отставку Усубалиева в Москве. Один из директоров, уже после распада СССР, в приватном разговоре обмолвился: «Мы понимали, что старик не отпустит вожжи добровольно. Нужно было помочь Москве принять решение». Как именно помогали, не уточнил. Но логика понятна. Передавали информацию о злоупотреблениях в республике, о застое, о клановости, о том, что Усубалиев превратился в тормоз развития. Москва, ищущая поводы для обновления кадров, охотно использовала эту информацию. После отставки Усубалиева все трое директоров не только сохранили должности, но и усилили позиции. Масалиев, пришедший к власти с обещаниями реформ, не тронул их, потому что понимал, реальная экономическая власть не у него, а у тех, кто контролирует экспортные потоки. К началу 90-х, когда СССР начал разваливаться, эти трое оказались в идеальной позиции. Они уже наладили контакты с зарубежными партнерами, открыли счета в банках, куда можно было выводить валютную выручку, подготовили юридическую базу для будущей приватизации. Когда Киргизия стала независимой, именно эти люди превратились в первое поколение постсоветских олигархов, приватизировав предприятия, которыми управляли при советской власти. 6 декабря 1985 года началось как обычное утро. Турдакун Усубалиев проснулся в 5:30, как просыпался последние 24 года. Включил свет в спальне, разбудив жену. Она открыла глаза и увидела его лицо, бледное, осунувшееся, но решительное. «Сегодня пленум», — сказал он тихо. «Сегодня все закончится». Бурул хотела что-то сказать, но он покачал головой. «Не надо слов. Я все понимаю». Оделся медленно, тщательно. Костюм отгладили накануне, белая рубашка накрахмалена, галстук подобран темно-синий под цвет партийного значка. Это был ритуал, последний акт спектакля, где он все еще играл роль первого секретаря. Хотя все знали, занавес уже опускается. Завтрак съел без аппетита. Хлеб с маслом, чай без сахара и яйцо всмятку. Привычный набор. Но сегодня все казалось безвкусным, будто еда превратилась в формальность. Дети еще спали, внуков он видел вчера вечером, когда зашел в их комнату, и долго стоял у кроваток, глядя на спящие лица. Они ничего не знали о том, что происходит. Для них дедушка оставался тем же, кем был вчера. Но он знал. После сегодняшнего дня дедушка станет другим. Не первым секретарем, не главой республики, просто пожилым человеком с прошлым, которое никому не нужно. В 7:00 вышел из дома, охрана ждала у подъезда. Водитель открыл дверь машины молча, избегая смотреть в глаза. Начальник охраны кивнул сухо. Поехали в здание ЦК Компартии Киргизии, где через 3 часа должен был начаться пленум, решающий его судьбу. По дороге Усубалиев смотрел в окно на утренний Фрунзе. Город просыпался, люди спешили на работу, троллейбусы везли первые смены, где-то открывались магазины и школы. Жизнь шла своим чередом, не замечая, что для одного человека сегодня заканчивается эпоха. Он вспомнил, как в 1961 году впервые ехал по этому же маршруту. Тогда молодой, полный сил, уверенный, что впереди бесконечное будущее. Теперь будущее закончилось, осталось только прошлое, которое он тащил за собой как мешок камней. Когда машина остановилась у здания ЦК, Усубалиев не сразу вышел.
Сидел несколько секунд, глядя на знакомый фасад, на колонну у входа, на флаг над крышей. Все это было его миром 24 года, и сегодня этот мир исчезнет навсегда. Водитель осторожно покашлял. «Товарищ Усубалиев, вам помочь?» «Нет, справлюсь сам», — ответил он и вышел из машины медленно, держась за дверцу. Поднялся по ступенькам к главному входу. Каждая ступенька давалась тяжело, будто ноги налились свинцом. Охрана на входе вытянулась, но не так четко, как раньше. Дежурный секретарь встретил в холле, доложил. «Все собрались, ждут вас». Голос был вежливым, но в нем не было того почтения, к которому Усубалиев привык. Прошел по коридору к залу заседаний, и каждый встречный здоровался сдержанно, формально, будто уже видели в нем не начальника, а приговоренного. У дверей зала остановился, выпрямил спину, расправил плечи, надел на лицо маску спокойствия. Это будет последний выход, и он должен выглядеть достойно, чтобы потом никто не сказал: Усубалиев сломался, Усубалиев сдался без боя. Открыл дверь и вошел в зал, где сидели люди, которых он знал по именам, которых назначал на должности, которых считал своей командой. Они встали, как положено по протоколу, но аплодисментов не было. Только тишина, тяжелая и неловкая, говорившая громче любых слов. Все знают, зачем собрались. Сел в свое кресло в президиуме, оглядел зал. 120 человек. Члены и кандидаты в члены ЦК Компартии Киргизии. Сколько из них он лично выдвигал на эти посты? Половина? Больше? Теперь они смотрели на него с выражением, которое он не мог расшифровать. Сочувствие, облегчение, страх за себя, равнодушие. Секретарь огласил повестку дня. Первый вопрос — заявление товарища Усубалиева об освобождении от обязанностей первого секретаря ЦК по состоянию здоровья. Формулировка была отработана заранее в Москве. Она давала возможность уйти с честью, без обвинений и разоблачений. Усубалиев встал, подошел к трибуне, развернул заранее написанный текст заявления. Начал читать, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Уважаемые товарищи, в связи с ухудшением состояния здоровья прошу освободить меня от обязанностей первого секретаря ЦК Компартии Киргизской, ССР. Считаю своим долгом поблагодарить партию и народ республики за доверие, оказанное мне на протяжении многих лет. Уверен, что новое руководство успешно продолжит курс на развитие и процветание советской Киргизии». Слова звучали правильно, по-партийному, выверенно, но за ними не было ничего. Ни эмоций, ни убежденности. Только пустота. Усубалиев читал, как школьник читает чужое стихотворение, не понимая смысла. Закончил, сложил бумагу, вернулся на место. В зале молчали несколько секунд, потом начались выступления. Один за другим члены бюро ЦК поднимались к трибуне и говорили заученные фразы. «Товарищ Усубалиев много сделал для республики. Его заслуги велики, но партия понимает, что здоровье превыше всего. Необходимо с пониманием отнестись к его решению». Никто не сказал правды. Его выгоняют, потому что Москва решила убрать старую гвардию, потому что Горбачев считает его пережитком прошлого, потому что новая власть не хочет делиться с теми, кто помнит другие времена. Все играли спектакль, где каждый знал свою роль, и никто не мог нарушить сценарий. Голосование было единогласным. 120 рук поднялось за освобождение товарища Усубалиева от должности. Он сидел в президиуме и смотрел на этот лес рук, среди которых были руки людей, обязанных ему карьерой. Людей, которых он вытаскивал из безвестности, которых защищал от Москвы, когда на них поступали жалобы. Теперь они голосовали за его уход так же единодушно, как раньше голосовали за его решение. Потом избрали нового первого секретаря, Абсамата Масалиева. Он выступил с речью о продолжении курса, о верности заветам партии, о новом этапе развития республики. Усубалиев слушал и понимал, этот человек сейчас произносит те же слова, которые он сам произносил 24 года назад, когда занимал это кресло. Круг замкнулся,
Система воспроизвела саму себя. Только лица сменились, а суть осталась прежней. После завершения пленума к нему подходили, жали руку, желали здоровья, говорили о вечной благодарности. Он отвечал механически, не вслушиваясь в слова, потому что знал — все это ложь, необходимая для соблюдения приличий. Вышел из здания ЦК уже не первым секретарем, а просто пожилым человеком, которому выделили персональную машину и охрану как почетному ветерану партии. Сел в машину, и водитель спросил: «Куда едем, Турдакун Усубалиевич?» «Домой», — ответил он коротко. По дороге снова смотрел в окно на город, но теперь город казался чужим, будто он смотрел на него впервые. Все те же улицы, те же здания, те же люди, но связь разорвалась. Он больше не нужен этому городу, не нужен этой республике, не нужен этой системе. Когда подъехали к дому, увидел жену, стоящую на балконе. Она смотрела вниз, и по ее лицу он понял — она уже знает. Поднялся в квартиру медленно. Лифт работал со скрипом, освещение казалось тусклым. Открыл дверь, и Бурул встретила его в прихожей. Обняла молча. Они стояли так несколько минут, не говоря ни слова, потому что слова были не нужны. Все уже случилось, все уже кончилось. Осталось только жить дальше. Но как жить, когда половина жизни оборвалась в один день? Понимал ли Усубалиев в тот момент, что отставка была неизбежна? Что никакие попытки договориться с Москвой, никакие заслуги, никакие 24 года службы не могли его спасти, потому что система решила обновиться, принеся в жертву тех, кто ее олицетворял. Или он до последней секунды верил, что чудо возможно, что кто-то вступится, что партия вспомнит о справедливости. В архивах КГБ Киргизской ССР хранились документы, о существовании которых знали только трое: председатель комитета, его заместитель по особо важным делам и архивариус с допуском особой важности. Папка номер 473, гриф «Совершенно секретно особой важности», содержала материалы, собранные в последние 6 месяцев правления Усубалиева. Это были не обычные оперативные сводки, не донесения о настроениях населения, а нечто иное. Детальная фиксация каждого шага первого секретаря, каждого телефонного звонка, каждой встречи, даже тех, которые проходили без протокола. Расшифровки разговоров, записанных скрытыми микрофонами в его кабинете, в служебной машине, в загородной резиденции. Медицинские заключения, которые врач передавал в КГБ помимо официальной отчетности. Характеристики на людей из ближайшего окружения с оценкой их лояльности. Прогнозы поведения Усубалиева в различных сценариях развития событий. Эти документы никогда не предназначались для широкого доступа. Они создавались по указанию Москвы как подстраховка. Если Усубалиев попытается сопротивляться отставке, если начнет мобилизовать своих людей, если решит апеллировать к республиканским элитам против центра, нужны будут материалы для быстрой дискредитации. В папке лежали факты, которые можно было трактовать как коррупцию: назначение родственников на теплые места, использование служебного транспорта в личных целях, расходы на содержание резиденции, превышающие нормативы. Ничего из этого не было откровенным преступлением по меркам того времени. Такие вещи делали все первые секретари республик. Это было негласной нормой системы. Но если нужно было уничтожить человека, эти факты превращались в обвинения, способные отправить его не на пенсию, а в тюрьму. Усубалиев не знал о существовании этой папки. Он подозревал, что за ним следят, но не представлял масштаба. Думал, что обычная оперативная работа, стандартная процедура для любого высокопоставленного чиновника. На самом деле КГБ готовил против него операцию под кодовым названием «Смена караула». Операция началась в июне 1985 года, через 3 месяца после прихода Горбачева к власти. Из Москвы пришла закрытая директива взять под особый контроль первых секретарей республик, занимающих должности более 20 лет. Список включал 6 человек, и Усубалиев был в их числе. Председатель КГБ Киргизии вызвал к себе начальника второго управления и передал указание. Нужна полная картина. Все связи,
все слабые места, все возможные точки давления. Работали профессионально, без спешки. Установили прослушку в кабинете первого секретаря под предлогом технического обслуживания коммуникаций. Внедрили агента в охрану. Молодого сотрудника, который получил задание фиксировать все, что видит и слышит. Привлекли врача. Не прямым шантажом, а мягким давлением, намекнув, что отказ сотрудничать может иметь последствия для его карьеры. Через 2 месяца папка начала пухнуть от материалов. Один из документов особенно интересен. Стенограмма разговора Усубалиева с женой 23 октября 1985 года, записанного у них дома поздним вечером. Микрофон был установлен в гостиной, замаскирован под детали радиоприемника. Усубалиев не подозревал, что его собственный дом прослушивается. В тот вечер он вернулся после встречи с представителями Москвы, которая прошла неудачно. Бурул спросила, что они сказали. Усубалиев ответил устало. Они даже не слушают, уже все решили, только играют в приличие. Жена спросила, а если попробовать напрямую, может позвонить тому-то? Усубалиев покачал головой. Бесполезно. Я всем звонил, кого мог. Все отвечают одинаково. Решение принято наверху, ничего не изменить. Потом добавил фразу, которую оператор КГБ подчеркнул красным. «Они боятся, что я знаю слишком много, и хотят убрать раньше, чем я начну говорить». Эта фраза попала в итоговую сводку, которую отправили в Москву. Она интерпретировалась как признак того, что Усубалиев может стать непредсказуемым, что он обладает информацией, способной навредить кому-то в центре. Правда ли это было? Знал ли Усубалиев какие-то секреты, опасные для московских лидеров? Или он просто говорил от отчаяния, пытаясь найти объяснение своему падению? Документы не дают ответа, но факт остается. После этой стенограммы процесс ускорился. Если раньше Москва готовилась к плавной смене власти, теперь решили действовать быстро, не дав Усубалиеву времени на маневры. Через 2 недели пришел тот самый звонок. И еще через 2 недели состоялся пленум. После отставки Усубалиева папка номер 473 не была уничтожена, как обычно происходило с оперативными материалами. Ее перевели в режим особого хранения. Доступ к ней получили только 3 человека из руководства КГБ СССР. Причина? На случай, если Усубалиев попытается вернуться в политику или начнет публично критиковать решение Центра. Тогда эти материалы можно было бы использовать для его дискредитации. Но Усубалиев не стал бороться, не стал критиковать, не стал ничего предпринимать. Он ушел тихо, забрав с собой все свои секреты. И папка осталась лежать в архиве, никому не нужная. Пока в начале 90-х, во время реорганизации КГБ, после распада ЦЦЦ, ее не изъяли по указанию из Москвы. Официальная версия — документы переданы в Центральный архив. Неофициальная — уничтожены, потому что содержали информацию, компрометирующую высокопоставленных лиц, уже занимавших должности в Новой России. Что именно было в той папке, кроме стенограмм и медицинских заключений? Одна из версий — там хранилась переписка Усубалиева с членами Политбюро, которую он вел в обход официальных каналов. Личные письма, где обсуждались вещи, не предназначенные для протоколов. Кадровые интриги, финансовые схемы, компромиссы по национальным вопросам. И если эта переписка действительно существовала, то ее уничтожение было логичным. Слишком много людей могли пострадать, если бы эти письма стали достоянием гласности в эпоху перестройки, когда начали разоблачать злоупотребление прошлого. Другая версия. В папке были данные о секретных счетах в зарубежных банках, открытых на имена родственников высокопоставленных партийных чиновников, включая самого Усубалиева. Советская номенклатура официально не могла иметь валютных счетов, но неофициально многие выводили деньги через подставные фирмы, дипломатические каналы, торговые представительства. Если КГБ располагал такими данными, это был козырь смертельной силы. Существует третья версия, самая зловещая. Говорят, что в папке лежали протоколы допросов людей, арестованных в конце 70-х годов, по обвинению в национализме и антисоветской агитации в Киргизии. Этих людей обвиняли в попытке создать подпольную организацию,
целью которой было отделение республики от СССР. Дела были сфабрикованы, людей пытали, заставляли подписывать признание. Усубалеев, как первый секретарь, санкционировал эти аресты. Подписывал документы, разрешающие КГБ применять особые методы. Если бы эти протоколы стали известны в годы перестройки, когда начали реабилитировать жертв политических репрессий, Усубалеева могли бы привлечь к ответственности. Не уголовной, время ушло, законы изменились. Но моральной, публичной, той, что уничтожает репутацию навсегда. Поэтому документы уничтожили, защищая не столько Усубалеева, сколько систему, частью которой он был. Что знал сам Усубалеев о содержании той папки? Догадывался ли, что его прослушивают даже дома? Понимал ли, что КГБ собирает на него компромат не для текущего использования, а на будущее? В последние годы жизни, уже в Москве, уже после распада СССР, он дал несколько интервью, в которых осторожно говорил о том, что система контролировала каждого, включая высших руководителей. «Мы думали, что управляем страной. На самом деле страной управляли те, кто собирал на нас досье», — сказал он однажды. Журналист спросил: «Вы имеете в виду КГБ?» Усубалеев усмехнулся горько. КГБ был инструментом. А кто держал этот инструмент в руках — вот вопрос. Почему те секретные документы так важны для понимания его истории? Потому что они показывают. Отставка была не случайностью, не результатом политических разногласий, а итогом холодной, методичной операции по устранению человека, который стал неудобен системе. Его убирали не за ошибки, не за преступления, а за то, что он знал слишком много и мог рассказать слишком многое. И документы, которые должны были раскрыть эту правду, исчезли так же бесследно, как исчезла из истории сама эпоха, которую он олицетворял. Кто отдал приказ уничтожить папку номер 473? И что еще там было, кроме того, о чем мы знаем из обрывков воспоминаний?